Глава Коми после разговора с общественниками поставил задачу министрам прислушиваться к рекомендациям членов Общественной палаты региона. Дело мы делаем одно – повышаем качество жизни в городах и районах, подчеркнул Владимир Уйба. На рабочей встрече с руководством Общественной палаты обсудили промежуточные итоги работы этого созыва и наметили новые проекты. Обратная связь очень важна и по сделанному, это во-первых, и по тому, что народ-то должен услышать и увидеть, потому что мы-то можем там между собой все-таки сказать, все, там поручения друг другу дали, выполнили, мы молодцы. Думаю, что мы достаточно быстро отработаем протокол, я вам его отдам, вы его посмотрите, согласуете, и дальше, что значит, за работу. Глава Коми положительно оценил ставший традиционным час с министром. Трансляции посмотрели более 500 тысяч пользователей интернета. Многие острые темы решаются сразу в прямом эфире. Члены палаты также работают в составе общественных советов региональных ведомств, контролируют исполнение госпрограмм и нацпроектов. На переговорных площадках находят вместе с властями и экспертами решение непростых вопросов, с которыми обращаются жители. Общественники отметили, что совместно с главой Коми были решены острые вопросы. Один из таких – проблемы в Выжвинской больнице. Питание, оснащение и состояние учреждения – на все были жалобы жителей. Сегодня проблемы практически решены, а медперсонал прошел обучение. Это были и руководящий состав, это были врачи, это были медицинские сестры, это были технические работники. Их учили корпоративной культуре, их учили дисциплине, их учили общаться друг с другом. Знаете, когда они прошли это обучение, как в больнице отметили, что другая атмосфера стала не только между друг другом, но и, в общем-то, в отношении к пациентам. Общественная палата активно курирует проект «Безопасное детство». За 2 года удалось добиться результатов. Новое предложение – составить реестр опасных мест и заброшенных территорий в регионе, а затем привести их в порядок или оградить от них подрастающее поколение. Это, например, пристань рядом с Кировским парком, где собирается молодежь, а также ряд ночных клубов, которые вызывают нарекания жителей.